сегодня снова хорошая погода. В Якутске идет снег. К сожалению, я не могу так сказать. Наш климат, несмотря на то, что он сильно не изменился, очень поменял характер. Он стал более капризным, и о причинах его капризов мы можем, наверное, узнать у специалистов Росгидромета. Это идея, сэр. Территория деятельности нашего управления – это вот Республика Саха-Якутия. Да? Территория огромная, да. У нас здесь проводятся наблюдения, разные виды наблюдений. Это метеорологические, орологические, гидрологические наблюдения, да. Вот, метеорологические наблюдения проводятся 99 станций, аэрологические 15 станций, это зондирование атмосферы. Ну и гидрология – это тоже целая сеть гидрологических постов. Ну, все эти данные, которые измеряются, поступают сюда, к нам в управление, в центр. Здесь анализируются, ну, распределяются дальше по каналам связи. У нас общая численность по штату где-то 1500 человек по всей республике, да? Но по факту где-то 1300, вот так вот. Проблемы у нас такие самые сейчас большие – это кадровый голод. Очень сложно выжить специалистам, которые приезжают извне, да, то есть в основном это Иркутский техникум, да, Новосибирское училище, Питерский университет. И очень сложно, допустим, выжить, ладно, еще если там в Якутске или в каких-то городах мирный, там удачный Чульман, но у нас проблема Батагай-Алыта, допустим, проблема Белая гора, да, ну, другие у них ценности, да, другие, они привыкли жить там в городах, интернет, развлечения и тому подобное. То есть к нам вот мало едет соцспециалистов. Поэтому мы стараемся привлечь вот местные кадры. В данный момент составляю прогноз по территории Якутии на сутки. Ну и вот расчеты, карты смотрю, набираю остальную информацию метеорологическую от всего системного шара. Ну и попытаюсь сделать прогноз по районам на завтрашний день. Имеется 41 труднодоступная станция, которая расположена вообще в труднодоступных районах, да, чтобы обеспечить их там ГСМ, продуктами питания. Значит, ну вот нам приходится в некоторых случаях даже привлекать авиацию. Проходимости никакой, у нас всего 3 дороги, да, и остальное все направление. Да. Значит, у нас была централизованная поставка автоматических метеостанций и автоматических метеокомплексов. То есть автоматическая метеостанция – это без применения человека, да, то есть автомат, а комплекс – это какое-то участие человека, да. А вот автоматические метеостанции, они у нас не пошли, потому что они начали замерзать, ну, видимо, ну, не совсем были как бы готовы в наших условиях. Наш отдел занимается не только прогнозированием прогнозов погоды, но и мониторингом и прогнозированием неблагоприятных и опасных явлений погоды. Значит, работаем мы круглосуточно, дежурный синоптик работает и смотрит, вдруг, если опасное явление, то мы должны с максимальной заблаговременностью оповестить, значит, республику, гидрометцентр. Значит, занимаюсь я тем, что составляю краткосрочные прогнозы погоды на 2-3 сутки по городу Якутску, по территории республики. Также мы пишем, значит, консультации на неделю, составляем для, значит, ТЭЦ и для мэрии. Вот. Также по вторникам у нас сегодня составляется прогноз до конца недели для, значит, радио. Значит, ну, прогнозы у нас очень сложные, анализируется материал, значит, считается, ну, в сравнении с нормой, используются, значит, схемы, которые прогнозные, которые к нам, нам посылаются, поступают, значит, с Англии, значит, потом с Москвы мы можем также использовать. Вот все эти вот схемы представлены в виде карт. В
виде карт по высотам, прогноз облачности, прогноз осадков. Также, значит, анализируются спутники, фактическая погода. Информации очень много. Все это нужно проанализировать, с прогнозами сопоставить, написать прогноз, чтобы он оправдался. Также, значит, в мои обязанности входит, значит, описание месяца, как он, значит, прошедшего месяца, как он прошел, осадки тоже, температурный режим, значит, анализируется зима прошедшая. Век развития, да, у нас очень много прогностических моделей. Буквально все страны имеют свои прогностические модели. Они работают, кто-то лучше, кто-то хуже, да, мы смотрим, в основном это Москва, и европейские центры смотрим, и токийские смотрим. И без синоптиков нельзя сделать реальный прогноз, потому что все-таки многие вещи прогностические, да, именно расчетные модели, они не глобального масштаба, то есть они региональную эту особенность местности и так далее, они не ухватывают. Поэтому должен быть на месте свой синоптик, и чтобы уточнять эти прогнозы. Так у меня мои знакомые, мои родственники относятся к этому очень спокойно, потому что я им всегда рассказываю о своей работе, они знают, какая это сложная работа, очень, как сказать, аналитическая работа, творческая, поэтому не всегда бывают, да, прогнозы стопроцентные, но к этому надо относиться так, лояльно, да. И по итогу даже я могу сказать, что у нас прогнозы погоды очень хорошие, оправдываемость их на сутки составляет 95%, это очень высоко. А насколько максимально мы сейчас можем дней предсказывать? На 7-10 дней консультации, а прогнозы у нас составляются на 3 суток. Месячный прогноз выпускает Иркутское управление. Там прогноз месячный, он состоит в том, что дать выше нормы, ниже нормы или больше осадков, меньше осадков в таком варианте, а по дням нет. Но прогностические именно модели по точкам определяют, например, Фобос, да? Гисметео, можно посмотреть. Это, конечно, аномалия. Естественно, у нас в марте, значит, мы побили рекорд в городе Якутске, значит, по выпавшему снегу. Предыдущий был установлен в 2008 году. Мы преодолели этот рубеж, у нас выпало почти 28 миллиметров осадков. Это очень много, конечно. Значит, послужили виной, да, скажем так. В общем-то, если я предварительно анализирую, это южные циклоны. Южные циклоны в этом году очень рано начали выходить на нашу территорию республики. И обеспечили такой приток осадков, потому что южные, это, конечно, они более снежные, и, конечно, они так несут. Вообще у нас зима очень была необычная, очень холодная. То есть январь необычно холодный. На севере особенно были побиты рекорды. Значит, по температурам минус 63 градуса. Также в горном районе было очень холодно у нас для центральной части. Тоже были подбиты рекорды. В общем, низких температур. Такая необычная у нас ситуация. И очень интересный был март, когда температура первой декады была холодная, и потом резко произошла перестройка синаптических процессов, и с юга пошло тепло, с Приморья. Обычно у нас вообще в годовом разрезе тепло мы получаем в Якутии с Приморья. Иногда нам подкидывает Монголия и Китай, но чаще Приморье нас не оставляет. Вот так вот. У нас такая погода, очень сложная. И как мы будем проводить реку, вскрывать, посмотрим. Сейчас составляется прогноз как раз. Все время мы работаем. Мэрия к нам обращается, и правительство часто делает у нас начальник наш. По Якутской я прогноз сегодня на сутки составила, на 19 апреля. Сегодня шел снег утром, сейчас уже уменьшается.
И ночью должно быть уже немножко прояснение. Поэтому, естественно, это будет похолодание, понижение температуры. Ну и завтра днем уже опять может быть снег, но уже будет меньше в виде мокрого снега. Температура днем повысится где-то до плюс 1-2 градусов. Ну, Гидромедцентр занимается сбором информации с сети метеорологических и гидрологических станций. Здесь информация у нас с специалистами, вот, синоптиками, отделом гидрологии, гидропрогнозов анализируется, составляется прогноз. Вот сейчас специалистами гидропрогнозов Гидромедцентра был выпущен гидробюллетень номер 1 с предварительными датами вскрытия, ожидаемыми датами вскрытия и наивысшими уровнями воды на территории, на реках Республики Саха-Якутия. А вот как раз дата закрытия переправ — это ваше подразделение? Нет, переправами, закрытием переправ мы не занимаемся, это занимаются дорожные службы. Просто на основании нашей информации, консультации дорожные службы принимают решения. Ситуация у нас получается в этом году неоднозначная. Достаточно много снега у нас, да, на территории республики, на той же центральной части и по бассейну реки Лена. И меньшая норма у нас отмечается по бассейну реки Индигирка. Ситуация у нас опасная складывается в основном не для северных районов, потому что там мы ничего такого сверхъестественного не ждем. Заторы 30% возможностей их ожидания, да? Но по большей части нас беспокоит вот центральная часть республики. Это вот Татинский район, Тампонский, на реке вот Алдан, Амга. Амга вызывает у нас опасения, потому что у нас уровни ожидаются выше средних многолетних значений. Но если при образовании затора, то ситуация, конечно, может ухудшиться. Уровни воды могут достичь опасные и превысить опасные отметки, ну, от 1,5 до 2 метров. Ага. Неверно сказать, что если норма осадка выпала весной, то летом будет мало осадков. Нет, это неверно, это неверно, да. Вот ну, раньше, да, значит, Тимирязевская академия, она проводила, значит, оправдываемость, значит, народных примет. Они даже посчитали это, и получилось, что оправдываемость их 62-63%. То есть это, понимаете, это практически 50 на 50. В какой-то ситуации, то есть где-то выпал снег, а где-то нет. Также сейчас мы видим, что у нас, допустим, до этого Красноярский край сидел без осадков, а теперь и было очень тепло, у них рано сошел снег, значит, а сейчас их засыпает буквально. И вот эти все циклоны идут, а на нашей территории, как бы, ну, как я выразилась тогда, что кладбище циклонов, они приходят и замирают у нас. А сейчас опять пошло вот оживление, опять пошли южные циклоны, и вот в эти дни мы получили такую вот снежную погоду. Жирные такие наблюдения, которые вот, ну, за сроками ходят метеорологи, да? 8 сроков наблюдают, и мы занимаемся не оперативной информацией, да, которую они ежедневно шлют, как бы каждые 3 часа. Они нам уже как в течение месяца сделали всю информацию, составили отчетность, и книжки шлют уже в конце месяца. Ну, как бы за месяц, получается. Ну, и наше дело занимается именно то, что справки выполняют. Ну, бывает, обращаются там страховые случаи, ДТП, уголовные дела. Ну, текущая погода, допустим, за 90 там какой-то год могут запрашивать, да, данные. Могут за прошлый год. Ну, в таком духе. Ну, значит, конечно, делает у нас центры циркуляции, но это проводит обычно Гидромедцентр России. Они потом в годовом разрезе смотрят, как были смещены вот эти вот центры. Соответственно, когда они смещаются, они что-то притягивают. Где-то, значит, ну, с Арктики холод затекает, а где-то тепло, это с южных широт. И вот это вот, как бы, вот эту всю кухню погоды и составляется. Вот эта встреча холодной и теплой воздушной массы, и на этой основе, как бы, зарождаются вот эти вихри, которые выходят и дают нам или снег, или засуху, или жаркую погоду, ну, или холод, как говорится. Так что это вот... А вот это горы, Байкал, как влияет? Это, вы знаете, горы Байкал, это уже идет чисто, значит, для
данной местности орография влияет на погоду. Всегда, вы знаете, я училась, заканчивала Иркутский госуниверситет, и мы проходили когда практику, у нас даже свои там фронтальные разделы были, мы вот дежурили в бюро погоды, и там совсем другая погода, совсем другая погода. Она именно обусловлена Байкалом. Он, конечно, большой по водной массе, и поэтому он там все определяет. И вообще вот у нас территория России громадная, и очень интересная погода на всей территории, прямо, я не знаю, от запада до востока. Там в основном, вы знаете, значит, там в основном идут через них циклоны. Вот они, циклоны, идут с Западной Сибири, с Атлантики, и они, ну, им большое количество достается вот этих циклонов, поэтому у них очень много снега, высота снега большая всегда. Ну и от нас к ним, в общем-то, поступает холод в основном. Поэтому они на границе как бы находятся, я бы сказала, Западной Сибири и Восточной. И вот здесь вот тоже столкновение вот этого холода от нас, который поступает к нам с Арктики, и западных циклонов, атлантических, тепла. Поэтому вот у них очень интересная, конечно, тоже погода. У них все свое. У нас, значит, по республике 49 агростанций. Вот, и они следят за станциями, берут пробу, значит, в общем, почвы для определения влажности. Вот. И у нас вот последние года часто, не часто, а почти ежегодно бывают почвенные и атмосферные засухи. Вот они как раз этим и занимаются. Ну и также составляют прогнозы по урожайности сена, картофеля. Вот. И еще смотрят за оленеводством, какие условия. Ну, погоду смотреть лучше на нашем официальном сайте. И у нас сейчас есть телеграм-канал, тоже Якутского управления. Тоже можно посмотреть. В последние годы у нас формируется фронтальная зона по арктическим районам России, и поэтому циклоны атлантические, они просто шуруют как по железной дороге прямиком до нас, и поэтому формируют, значит, нам погоду, получается, и по Арктике, и, соответственно, и приходит и теплая воздушная масса и на нашу территорию республики. Это вот буквально последние годы, я бы сказала, сформировалось вот такой вот... Это по карте видно? Это видно по карте, как же показать? Ну вот по такой вот карте, вот так вот по карте. Вот фронтальная зона формируется, и по ней идут циклоны. Ну вот если только это моя больше территория, на которую я обращаю внимание, а так у нас есть, значит, архив, и там всю Россию мы распечатываем, и там вот анализируем процессы. Ну, составляем сборно-кинематическую карту, как смещаются циклоны, значит, каждый день, значит, идет анализ. Анализ вообще очень большой, конечно.